Всем селям алейкум! Вы слушаете Букхане, подкаст о крымско-татарской литературе. Мы говорим об авторах, книгах и читателях. Напоминаю, что подкаст вы можете слушать на удобной для вас платформе. И не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Герой сегодняшнего выпуска – человек, чья жизнь оборвалась очень рано. Но даже несмотря на это, он сделал очень многое для литературы и народа. О нем говорили Сынырга Сыгмаган Иджаткяр, творец, который не вписывается в общепринятые рамки. Өзүнү аңлаган инсан Аллага якынлашыр. Калбине нурлуу севги тулуп, yüzünde aks eder. Эгерде о ижаткар olsa, yazgan eserlerindeki araret hiç bir zaman suvumaz. Devir geçtikçe daha da emniyeti artar. Yunus Kandым tıpkı böyle şairlerden edi. В этом эпизоде мы использовали дневниковые записи автора, но решили сохранить их в оригинальном виде, поэтому услышите вы их на крымско-татарском языке. Подключаем нашего гостя. Сегодня мы говорим о Юнусе Хандыме, и сегодня у нас в гостях Хатидже Хандым, дочь автора. Салям алейкум, Хатидже, дабыркере, хош келден. Я очень рада, что мы с тобой познакомились, и, честно говоря, до того, как мы приехали на студию, я думала, что ты тоже занимаешься литературой, учишься на каком-то литературном факультете. Я даже хотела сказать нашим слушателям, что человек не случайный в литературе, потому что вырос в семье автора, писателя, переводчика, еще и сам занимается, но я думаю, что твоя специальность, которая не связана с литературой, она никак не повлияла, и ты тоже увлекаешься литературой, немного расскажи об этом. Да, Сагол, очень приятно быть здесь с тобой. Слушай, вообще, по идее, я должна была быть тоже филологом, литератором и так далее, но так судьба сложилась, что как бы все предсказывали, что вот, сен иште бабан ишины девам это Джексон, эн кичкене сенсен, и все как бы, да, лелеяли надежды на меня. Но так оказалось, что вот у нас все в семье филологи, кроме меня. Такова, да, соляви, как говорится. И так получилось, что, да, в любом случае диплом — это одно, а в душе ты можешь быть, да, совсем другим, кем хочешь, как говорится. Любовь к литературе, она, естественно, с детства она прививалась в семье, как бы, да, вот, и, тем не менее, я училась там за границей, на другом факультете, вообще политология, специальность международные отношения, но все равно, да, вот, возвращаешься к истокам. В любом смысле этого слова. Как бы были моменты, когда ничего не интересовало, ничего не хотелось, в особенности, мы если сейчас говорим честно, да, у нас такой explicit content. Был момент, когда вот бабашка Кеченде, его не стало, что вот, конечно, была большая травма и не хотелось ничего вообще связанного с литературой, ничего такого, что напоминает и так далее. Когда вот, как самая младшенькая, которая самая, наверное, более травмированная, у меня было такое отношение. И потом, когда я уже выросла, все напоминали, все говорили, вот, да, сен Юнус Хандым кызысын. И знаешь, с одной стороны, гордость берет огромную, а с другой стороны, все говорят, пек яхше инсан, да, такой талантливый человек, и тебя, пробирает на слезы, потому что, не было шанса, да, как-то вот эту вот отцовскую любовь, да, вот эту как бы прочувствовать, узнать. И так получается, что в один момент я понимаю, что вот пришло время, вот не знаю, просто наступает момент, когда ты возвращаешься к истокам и начинаешь читать и понимать, что насколько вот Аллаха шукурлер олсун, что бабам бір шаир, бір язар эді, потому что такое богатство, такое наследие оставил после себя. И, в принципе, я-то его узнаю по его стихотворениям. Я-то не пропустила, в принципе, ничего такого, да, я его узнаю, я с ним общаюсь до сих пор, но вот с помощью вот его произведений, можно так сказать, да. Қызыма, белкі аққу кібі сон кейірім айтып кетерім, ұзақларға мұжизелі бақи дүния гөллеріне, сен өсерсің гүл фидандай, гонжеленір кетерсің, соң селямым еткізірсің дағларыма, чөллеріме. Давай поговорим немного о биографии, где родился Юнус Хандым, как вот он пришел к литературе, журналистикой тоже занимался, знаю. Да, вот. да. Коллега, вещами, так скажем. Многими вещами занимался, но вот
по поводу первого, да, что ты сказала, вот были переводы, что у него была большая переводческая деятельность, на самом деле было, да, такое, и раньше же как, смотри, вот книги как издавались, было очень тяжело что-то опубликовать, ну, как бы за счет там государства, за свой счет, понятное дело. Издавались эти переводы периодично в журнале Йылдыз. Аллаға тоже шукурлар болсын, что у нас были такие издания, где можно было вот найти даже тем же студентам, вообще интересующимся людям. И потом, позже немного, уже как бабашки не стало, мы все-таки издали некоторые его произведения, переводы. Шайырның омур аркадашы Сабрия Кандымова onun ишini девам етіп, чешит жиынтыкларыны тертіп етіп бастыра. Были произведения, но не все, конечно же, удалось как бы опубликовать. Есть, ну ты знаешь сама, эта индустрия такое дело, тут нужно или самому, или же на кого-то надеяться. Вот. А так вообще и был написан сценарий на Оларда и Инсана, то есть около 5 романов было переведено. Да. Ну как переведено? Тоже очень интересная тема, потому что кто говорит турецкий, крымско-татарский похожий, это не перевод, это просто ты как бы адаптация. Кто-то говорит, что вот нет перевод все-таки, но это такое, знаешь, контроверсийная такая тема. Меня радует только то, что вот Бабашка все-таки он смог поговорить с Чингизом Дахджисом самим непосредственно, и может быть, ну, как бы в предыдущем выпуске вы говорили наверняка об этом, то, что Чингиз Дахджи раньше не воспринимали в Крыму, по многим причинам, и сейчас тоже не воспринимают, но и писатели тоже не воспринимали его, и моему отцу приходилось очень часто защищать, понимаешь, ну тоже свои, короче... Защищать и защищаться. Защищать и защищаться, и вот перед смертью своей в 2005 году он смог поехать в Лондон, встретиться с Чингизом Дахджи, и у них такое есть большое интервью вместе. Взял разрешение, потому что как бы там ни было, ну, дань и уважение, и взять все-таки, да, Элял Этмекону, и вот смогли, и даже смогли, по-моему, написать, я же говорю, киносценарий, что-то такое, но вот такая жизнь, вот так получилось, что Бабашка 2 недели спустя приехал домой, весь на эмоциях, столько планов, столько всего, и, ну, сердце не выдержало, и, ну, как бы так, в 2005 году. А вообще Бабашкина, возвращаясь уже к твоему другому вопросу про его творчество, он родился в Узбекистане в семье туркмена и Уркусталы Нади Биташки. Вот. Он родился в поселке Акурган, это не поселок, совхоз, по-моему, называется, в Ташкентской области. Вот. Их 5 детей в семье было, и бабам был 3-м. Он поступил, ну, получается, да, сельские дети, как бы, такое рядом с Ташкентом, поступил на филфак в университет имени Низами. Как бы, да, вот в то время, может быть, ну, ты тоже знаешь, что в то время это было такое вот логово всех талантливых людей, о которых мы потом услышим. Это Татлит, имени Низами, Ташкентский педагогический институт. Вот там вот он учился, и, получается, уже в то время он начал работать Ленин Байрага. И как бы первый парень на селе возвращается, значит, да, домой, как она, Айтхан, как бы возвращается домой на выходные, остается там и уезжает потом в Ташкент работать. То есть он и журналистикой начал заниматься, с достаточно таких молодых лет, и как бы учиться. Ну, ты знаешь, что тогда советское время, что много было процензурено, недоцензурено и так далее. Но все равно учились, и я же говорю, скольких мы людей знаем сейчас, кто выпустились оттуда, и все, кто сейчас вот первые наши лица, те, кто на самом деле знают язык, и те, кто пишут и так далее. Ну, это, наверное, то поколение. Ну, и вот про первого парня на деревне, я же говорю, так он же встретил мою маму, получается. Он приезжал, она тоже из его села. Да, она тоже оттуда, с Акургана, они комшу баллары, да? Вообще, да, очень интересно, потому что не как-то вот, получается, мамины братья и сестры игрались с Бабашкиными братьями и сестрами, потом пришло время, когда уже все выросли, Бабам уже, по-моему, отслужил в армии, он служил в Украине в Желтых водах, уже отслужил, по-моему, приехал, и вот приезжает свадьба, Буртой Олгана Демохом Шулар, ну, Нанда пригласил на танец, ну и все, первый парень на деревне, как говорится. Он потом приезжает в Крым и становится специальным корреспондентом Яна Дунья, да, как я знаю? Да. Получается, вот переезд в Крым, он, знаешь, когда происходит? В 89-м году они, по-моему, приезжают, да, в Крым уже полностью семьей.
мы переезжаем, и, конечно, ну, где работать? То есть по работе я не уверена, сразу ли он начинает работать, но в какой-то степени, да, сюда же переезжает редакция газеты, она, получается, из Ленин-Байрака превращается в Яну Дуня, да, и он начинает работать там, также корреспондентом, вот, и что еще было в то время. А уже в 90-х годах ближе он становится первым секретарем, по-моему, фонда культуры, который вот где сейчас библиотека Гаспринского, там у них был фонд культуры, они очень много проектов делали. Вот тот период был тоже периодом оживления, хотя, с одной стороны, да, экономически, если подумать, разруха, но в культурном плане просто, знаешь, правильные люди, правильные желания можно сделать. Вот в то время было таким. Яшларга ижад сырларыны огретмек максадынен Исмаил Гаспринский адына китапханемыз узурунда Илхам эдеби бирлешмесинин тешкилатчысы ве ребери болду. В то время было таким. Потом, ну, у отца были проблемы со здоровьем, все-таки сердце, это вот он был сердечником, и в какой-то степени, ну, вот он заболел, и уже после там немножко судьба поменялась. Там уже другая работа немного, и, ну, также корреспондентская деятельность. В университете он преподавал в КИПУ, тоже он был доцентом в КИПУ, преподавал литературу, по-моему, Да, если на не нашей кафедре ошибаюсь. он работал. Ну, нам рассказывали, я-то уже как бы, ну, не застала, я Да. уже поступала позже. Откуда появился вот этот интерес к украинской культуре? Он переводил украинские произведения, да? Мгм. То есть откуда вот это? Ой, я думаю, что это началось, когда он служил в армии, вот в этих жёлтых водах. И интерес тогда к украинскому языку, вообще, ну, как бы география, да, по географии даже, то есть посмотреть, ну, было интересно, он был очень любопытным таким человеком, и вот тогда он, ну, вот началось это. Я, конечно, не знаю, как это точно было, да, не могу сказать, но насколько вот по рассказам я знаю, что, да, вот эти украинизмы, тюркизмы в украинском языке, литература, то есть Шевченко, то, что судьбы очень похожи, да, ну, то есть в очень многом мы похожи в судьбах, и связей у нас так много очень, мы просто о них не знаем, исторически так сложилось, но вот мы только-только начинаем понимать, насколько были связи Крымского ханства, Запорожской сечи и так далее, да, и их безмерное количество, я помню, что у бабашки там в кабинете были списками эти тюркизмы в украинском и так далее. Юнус хандымның Элиязма дефтерінден. Ният Катюбинскийның минарелер астында хикаясыны машинкадан чыгардым. Ажайып хикая. Йылдыз оны дәршетсе чох iyi иш olur еді. Ташлар үстінде хикаясыны редакторлендірмек ве машинкадан чыгармак керек. Не үчүндір Микола жавап язмай. Михаил Катюбинский Қырым ве Қырым татарларнен бағлы язған бір сатыры біздің тілімізге тәржіме етіліп, айры китап оларақ чыгарылса яхшы olur еді. Бу конъюнктура дегіл. Бу ади бір ихтияч. Рухи ач халқымыз бойле эсерлерге мухтач. Началось все вот с Леси Украинки, Тараса Шевченко, Коцюбинского и очень многих других писателей и поэтов. Вот. Переводческая деятельность непосредственно. И друг Микола МД, это наш Аллах Рахмет Элисын, конечно, да. Они встретились с ним в Баку, с Миколой МД, он тоже тюрколог, писатель, поэт. Встретились в Баку на конференции, на симпозиумах, да. И там его познакомили с Миколой МД, и он говорит: о, Юнус, не Юнус Эмре, это другой Юнус, да. И вот так они познакомились и начали свою деятельность. Очень много это переводов. Микола Мирошниченко. Микола Мирошниченко, да, именно. И вот, и их дружба так завязалась таким образом. И Микола МД приезжал каждое лето в Крым, мы тоже знали очень хорошо. И вот так вот началась их дружба и деятельность. То есть они начали собирать, вот антология сейчас, может, знаешь, несколько антологий они выпустили, и на украинский перевели, и на крымско-татарском. Это сбор с 15 века до сегодняшнего дня экземпляров таких вот литературных, да, произведений, которые нужно знать каждому крымскому татарину. Это вот 3 антологии, там еще больше на самом деле их. Это как хрестоматия огромная, вот представь. Антология по прозе, антология по поэзии и антология по прозе вот сегодняшняя, да, и там их куча, там есть и по сказкам, и по эпосу и так далее, то есть проект был огромен, да, и вот они тогда работали над этим,
И вот, да, и вот их работа получается сейчас вот у нас в руках, но на самом деле это очень интересно завязывается. Все вот эти вот проекты, они вот на самом деле, мы-то видим книгу, а за ней настолько много теплоты, дружбы и вообще вот любви к культурам, к обоюдным, да, обоюдная любовь такая была у них. И вот, да, и вот с Миколой Мирошниченко вот тогда они очень хорошо сработались. Но не только с ним, я же говорю, вот всякие поездки, симпозиумы и так далее, то есть насколько широкого круга был человек, то есть он, знаешь, у нас сейчас многие как-то более сжимаются в себе, а вот даже тогда, вот тогда не было столько самолетов, не было интернета, и не было там, знаешь, такой телефонной связи не было. Вот Да. просто не было телефонной связи, все писали письма. Насколько вот, ну, вот можно было в тот момент, знаешь, вот так вот такую деятельность вести, это, конечно, ну, это, Им конечно, бы тогда очень наши интересно. связи, коммуникации, да, они бы Да. вообще... Ну, на самом Да. деле мы очень часто сталкиваемся, я сама лично сталкиваюсь, когда люди, которые просто кладези вот этих всех знаний, вот они, ну, они знают, они могут, но я не знаю, может быть, я не знаю, в чем причина, может быть, в меру каких-то, ну, социально-политических, да, причин, я не знаю, они вот просто находятся в своей какой-то банке, вот они, и все. То есть В спящем режиме. Да. они вроде бы что-то делают, то есть у них там выходят какие-то, да, консервация. статьи, да, но когда ты их хочешь вытащить на широкую публику, да, вот таким вот интересующейся молодежи, которую нужно показывать, вот, посмотрите, у нас есть литература, да, не знаю, у нас все думают, что у нас литература только про депортацию, и все, и ее в принципе нет, это несколько авторов, Мгм. и все. Да. Ну, как бы нужно рассказывать, показывать, чтобы на разную аудиторию работать, нужно уметь перепаковывать одну и ту же информацию в разные обертки, да, так скажем. Обязательно, абсолютно согласна с тобой, потому что живем в такой век, нужно угоняться, надо бежать быстрее всех, понимаешь? Это Да. я с тобой абсолютно согласна, и думаю, что, ну, как сказать, вот про проекты, да, сегодняшние тоже, и про то, что многие не знают, а как популяризировать. Должен быть, во-первых, интерес, или же красивая обертка, чтобы в нашем сегодняшнем мире, где социальные сети — это одно из самых, ну, мест, где, в принципе, можно привлечь это внимание, потому что быстро идет время, люди не успевают фокусироваться на чем-то одном, уже что-то другое происходит, да, и сейчас такие, ну, огромные перемены вообще в мире происходят, что привлечь внимание там к своей культуре, людям это, ну, как бы, насколько цинично это, конечно, звучит, не всем это нужно, или не Да. все могут, поэтому это прекрасно, что ты делаешь, этот подкаст, я тебе говорю, использование Инстаграма, использование всех возможностей, это вот именно то, что сейчас нужно, потому что я же говорю, стыдно, вот если бы у наших предков были бы те возможности, которые у нас сейчас, при уже, знаешь, как это сказать, уменьшенном количестве знаний языка и так далее. Ну, то есть, ну, я про себя лично сейчас говорю. У меня не такой шикарный крымско-татарский, как у моего отца, конечно же, как у тебя. Ну, вот я на самом деле говорю, смотрю на своих племянников, вижу, что так и будет уменьшаться. Ведь, ну, знаешь, там, у моего бабашки, может быть, там 5000 слов было в кармане словаря, у меня 1000, а у детей уже будет 100. И вот, ну, как бы далеко мы не пройдем с таким, знаешь, Да, да. объемом. Поэтому нужно использовать все возможности. Юнус хандымның Элиязма дефтерінден. 4 январь 1998 сене. Миллетім, озыңны топла, есіңні топла, сесіңні топла, тіліңні, сөзлеріңні топла, йоңғаларыңны топла, көз нұрларыңны топла, түнлеріңні, чатлаған излеріңні топла. Миллет ол миллетім, доғмыш китапларына сайып олған миллет эбедидір. Соқыр әдебийлікке ынтылма. Кроме того, что он переводил произведения украинские на крымско-татарский, его работы тоже переводили. Вот монография про Нумана Челебеджихана, она тоже на украинский язык Да, переведена. да, ее перевели. Можешь да. немного про монографию рассказать, почему Нуман Челебеджихан? Это вот связано было с его, наверное, политической деятельностью больше, чем с литературной. Ну, Нумана Челебеджихана, в смысле. Да, я думаю, что, ну, вот этот интерес к Нуману Челебеджихану, ну, вот мы сейчас все знаем, да, мы думаем, что вот, как бы известная личность, одна из самых ключевых личностей исторических, у нас, а так же всегда не было, ну, как бы, такого не было раньше, ажиотажа, да, то есть вообще изначально, насколько я знаю, это была его вот этот исследовательский интерес начался в университете, потому что он все-таки академическую карьеру тоже, да, преследовал.
И это была его диссертация, и ему было интересно узнать, что как. Потому что как бы мы слышали, мы на слуху есть человек, а материалов нет. Но отец, он не был историком, ну, как бы, да, вот, профессиональным историком, вот, дипломированным. У него был большой интерес и чистота исследовательских работ, ну, вот эта вот методика, да, и вот он начал копать глубже и глубже, и вот получилась эта монография. Наверное, одна из самых важных книг в его тоже, ну, вот, деятельности. И вообще для каждого, мне кажется, нужно прочитать эту книгу. Про перевод, ну, это было на крымско-татарском написано. Перевод, да, на украинский сделали. Позже уже намного. Позже намного. По-моему, посвящено к 100-летию Курултая это было посвящено. И что ну, я думаю, что нужно переводить и на английский, и на другие языки, да и вообще и на русский, потому что сейчас мало кто читает на крымско-татарском, или делать из этого какую-то, не знаю, мини-презентацию, рецензию, чтобы люди знали, потому что детали очень важны, там столько много интересных деталей по поводу вообще биографии Нумана Челебджихана и так далее, потому что он жил в период, вот, когда были и другие очень важные персонажи в нашей истории. Это очень интересно вообще читать и архивы читать, как допрашивали, что говорили, очень моменты такие, как тебе сказать, похожи, в общем, в какой-то степени. История повторяется. История повторяется, история циклична, да. 100%. Но на самом деле, опять же, возвращаясь к переводам, это такая большая проблема, что у нас мало сейчас произведений пишется, да, ну вот в современных, и мало переводится. То есть любого автора популярным делают переводы, да, на другие языки. Того же Шекспира, я не думаю, что все читали прям в оригинале и знают за счет переводов, да, и успех того или иного произведения, я опять же цитирую не знаю кого, зависит от того, насколько хорошо его перевели, да, не все авторы у нас пишут на двух языках, например, как тот же Чингиз Айтматов, которого мы можем его же читать на русском, и там он на родном языке тоже писал. И наши тоже не читают на крымско-татарском. Почему этот подкаст на русском выходит, да? Не потому что я не могу или не владею, а потому что я понимаю, что если я сделаю его на крымско-татарском, то круг его слушателей намного сузится, и будут слушать его те, кто владеет, а те, кто владеет, это в основном люди, которые учатся в университете на филологии, или вот такие вот, в принципе, находящиеся в этой теме люди, которые уже и так это знают. У меня, конечно, больше преследовала цель как бы вызвать интерес у тех, кто не знает. По поводу Чингиза Айтматова, с ним тоже твой бабашка был знаком. Да. Что-то ты знаешь об этом? Я знаю, что они познакомились, я же говорю, на одних из вот таких вот конференций. Даже где-то есть Кажется, фотографии. это премия Тараса Шевченко, нет? Я не уверена, не могу тебе точно сказать, но да, они встретились на одной из конференций, они были знакомы, но насколько близко они общались, я не могу сказать точно. Но знаю, что благодаря, не знаю, вот этим каким-то моментам я была тоже знакома. Много книг Чингиза у нас тоже дома был. Интересно, так, Чингиз Айтматов, Чингиз Дагджи, да? И, я думаю, что так. Но вообще очень много интересных знакомств было именно на таких симпозиумах, и в Турцию бабашка часто ездила и так далее. Благодаря им я даже, приехав там в Турцию, учась там, мне говорили, что там, да, знают, да, слышали, да, знакомы. Вот как интересно, да, сенен балаларын сон, как бы вот интересная связь бывает. Юнус хандымның элязма дефтерінден. Йылда келіп кете, мақсулдар йыл. Түркияде, Романияда, Латвияда олдым. Пек чоқ язычыларнен көріштім. Чингиз Айтматовнен, Мухтар Шаховнен темасларда булындым. Бу көрішівлер былтыр алдығым унвандан да зияде қуванч бағышладылар. Шымды антология üzerinde çalışам. Бүгін құрылтай açılacak, мұтлаға бармалы, dinlemeli. О менің де құрылтайым. Смотри, сталкивалась ли ты с таким, что к тебе были какие-то... Завышенные ожидания или требования? Вот она дочка писателя, конечно. Он поэт, она вот тоже должна там, не кроме того, что там должна продолжать, да, вот ты 100% должна очень хорошо знать крымско-татарский язык, да. То есть я просто с таким сталкивалась, у меня есть очень хорошая знакомая моя, у которой дедушка был тоже писателем, я сейчас не буду называть имена, и ей всегда говорили: ты же внучка того человека, как тебе не стыдно, там, или еще какие-то... Почему ты не знаешь? Сталкивалась ли ты с таким? Ожидание, реальность? Конечно, да, есть. Даже знаешь, как сама
самобичевание даже происходит по этому поводу очень много. Ну, то есть я же говорю, вот эти вот волны интереса и охлаждения этого интереса к литературе и ко всему вот происходит почему-то связано именно с этим. С ожиданиями других. Ну да, есть, существует этот стереотип, что если вот отец писатель-поэт, то дочка должна быть. Да, я вам скажу, что исключений больше, чем это правило работает, потому что, ну, отцы — это отцы, дети — это дети, да, отцы и дети. Это разные поколения, разные условия, но многое же зависит от воспитания, то есть, знаешь как, я-то понимаю все, как многие сейчас говорят. Я же понимаю все, но я просто говорить не могу. Я выучила крымско-татарский язык на слуху дома, а потом же я уехала учиться в Турцию. Я же училась еще и в русскоязычной школе. И, то есть, понимаешь, я благодаря Турции выучила крымско-татарский язык, ну, как бы своему старанию. И то я сейчас мен сербез челафеты пуламаем, потому что у меня калька получается. И, ну, как бы я не стыжусь этого. Ну да, ну так происходит. Но я стараюсь, наоборот, исправить это, понимаешь? А есть люди, которые считают, что пристыдив, они как бы что-то как будто бы поменяют. Ну, так не получается. Мир такой, что... Ну, если человек старается говорить, то это совсем другое дело. А если нет, то вот так, вот тогда уже проблема. Вот когда дети таких вот людей, важных, великих, не стараются даже, вот тогда, наверное, все-таки есть какая-то этическая, ну, моральная, такая, знаешь, отжиждание реальность. Не знаю, вот это очень интересный вопрос. Ну, ко мне лично были ожидания, наверное, все-таки привиты, потому что я ощущаю по отношению к себе и потому, что я себе могу позволить, и что не могу позволить. Вот. Но сейчас я от этого немножко отошла, потому что, я же говорю, это со взрослением это все меняется. Но тем не менее, ты же все равно... Буду ассоциироваться, да. Да. Но это иногда это помогает, иногда это, наоборот, вредит, да, так скажем. Так как ты пошла не в литературную сферу, да, в своей, ну, профессиональной деятельности. Да, у меня поблажки. Да, у тебя как бы не так. То есть, если бы ты там, может быть, в литературную сферу пошла, сказали, вот она дочка Юнуса Хандыма, вот ей там, типа, все можно. Или она дочка Юнуса Хандыма, пусть старается, там, не дотягивает до бабашки, как бы, да. Знаешь, когда это было? Это когда я в детстве, я участвовала часто в этих литературных конкурсах, я читала стихи. Вот тогда было, да, вот тогда вот, как, нет, тогда я чувствовала, что я ожидания эти как бы поняла, да, исполняю. Да. А потом, когда уже я поняла, что я немножко отошла от этого, ну да, актерское мастерство меня всегда интересовало, но я немножко отошла, как бы, я язык так хорошо не знаю и так далее. И, ну, как-то вот, да, вот было такой момент. А сейчас, наоборот, возвращаюсь. Ну, как бы стыдно, да, когда правильно не можешь что-то сказать, или хочешь, но не можешь, конечно, но вот я же говорю, это зависит от твоего старания, может быть, не в языковой сфере, но может быть в какой-то другой, вот Арикет Вахто тот же, да. Как-то вот оттуда вышла эта вся энергетика, энергия какая-то. К каждому эпизоду и беседе с гостем я готовлю список вопросов и опорный план. Но в процессе разговора бывает так, что начинаешь говорить о том, о чем даже не планировал. Так случилось и в этот раз. Мы отошли от темы и вышли за рамки подкаста о литературе. Мне было интересно услышать мнение Хатидже, так как в ней я увидела единомышленника. Во второй части эпизода мы говорим об отношениях молодежи к литературе, языку и культуре. Я не настаиваю, но все же дослушайте до конца. Давай про Арикет Вахто теперь поговорим. Можно. Да, подписывайтесь, давай, есть на правах рекламы. Да, пожалуйста. Ну как, мы за подписчиками хотели гнаться, мы хотели достучаться до, не знаю, до Мемета из Нижнегорского района, мы хотели бы достучаться до Анифей из Ялты и так далее, но получается, что наши подписчики, их не так много, вот как ты сказала, проблема. Да, вот подкаста, если бы ты делал на крымско-татарском, это был бы совсем другой круг. На русском совсем другой круг. Мы стараемся на 2 языках. Арикет Вахто — это Эдеби Медани Лейха, это проект, это не организация пока что, но это проект, который, иншаллах, Хасмет-Ате, будет развиваться дальше. Он связан непосредственно с литературой, с историей и с культурой, да, такие вот 3
каких-то слов вот интересных. А о чем именно? То есть мы стараемся говорить и о прошлом, и о будущем, и о настоящем. Интересные какие-то моменты, о которых, ну, мало кто или знал, но как-то не обращал внимания, в каком-то новом формате. Мы тоже пока экспериментируем с подачей, но наш принцип — это на крымско-татарском. И вообще цель этого проекта был не Инстаграм, не подписчики и не как-то не общение с подписчиками, а именно сами мы, создатели, которые, знаешь как, вот я однажды столкнулась с проблемой. Вот все сейчас спрашивают, как восстановить, как вот оживить язык, да, вот как сделать так, чтобы говорили, использовали. Язык должен стать нужным, ты должен его что-то делать с ним. Это же типа инструмент, правильно? Ты же должен его как-то, ну вот как бы на фоне он не может у тебя играть, ты должен его использовать постоянно, это навык. А если ты дома не говоришь, то где ты можешь его использовать, если как бы, да, ну там государство, суд там не на крымско-татарском, телевизор как бы у нас 24/7 не на крымско-татарском, что делать? Нужно что-то вот заниматься. А просто сидеть, заниматься крымско-татарским, который ты потом не используешь, тоже не прикольно. Поэтому контент. Сидишь, создаешь, сам пишешь, думаешь, пытаешься перевести, калька, не калька, делаешь ошибку. В этом цель проекта. Делать ошибки и не стыдиться их делать, и вот создавать. Мы пишем, иногда получается на крымско-татарском начать писать, иногда на русском. Переводишь. Это, ну, понимаешь, сенен элинде лугат бар, это уже прогресс. Вот. Поэтому цель такая была изначально, а сейчас мы видим, что очень многие интересуются, интересно и читают, и мы дублируем и на русский тоже. Но цель на крымско-татарском на латинице. Потому что, ну, если не мы, то вообще кто? Проект был этот организован ребятами из Стамбула. Ну, представь, мы сидим в кафе там в Стамбуле, ну, все учатся, там, студенты, сидим и думаем с Адиле, это моя кофаундер, так сказать, Адиле Эмин, историк по образованию. Мы сидим и думаем, слушай, ну, блин, 100 лет назад здесь, значит, Нумана Челебиджиханы учились в Стамбуле, там всякие организации тут там устраивали, ну, что-то делали, а мы тут сидим, значит, с тобой лимонад, да, пьем. Нужно что-то делать. И вообще, ну, активность как-то, ты, может, и сама заметила, хотя, может, в Крыму как-то по-другому. В Турции все-таки немножко по-другому все это ощущается, параллель. Как будто бы все заснуло в таком дремучем сне. Но это хорошо, иногда это хорошо. Но вот я не вижу, вот я не знаю, у меня как-то вот не бросалось в глаза, что вот что-то есть такое, знаешь, молодежное, активное, прикольное. Да. И вот хотелось заполнить этот вакуум. А нужно заполнять вакуум, потому что если не заполнишь, наполнится чем-то не тем, чем хочется, короче. Вот. Что касается уже литературных произведений непосредственно, ну, можем сказать, что произведения Юнуса Хандыма, они живут в песнях, да, крымско-татарских. А какие бы ты произведения посоветовала почитать? Я вот всегда задаю этот вопрос, чтобы познакомиться с автором, с какого произведения лучше начать? Ну смотри, все-таки стихотворения Бабам больше, да, писал, то есть их больше. Они можно начать с стихотворений. Но я не знаю, я вот... Ты сразу понимаешь, ну вот, как бы, знаешь, вот бывает, ой, вот это стиль Блока, вот это стиль Маяковского. Ну, ты вот знаешь, бывает же такое, вот у Бабашки есть определенный стиль. И даже когда песни слушаешь, понимаешь, что только он так мог написать. Вот я думаю, что познакомиться с песнями, со стихотворениями точно стоит. И скажу, какие тоже позже. А вот рассказчик, Бабашка и рассказы писал, он немного их писал, но они очень такие, знаешь, вот их нужно, вот с каждым возрастом их перечитываешь, совсем другой вывод получается. Я бы тоже посоветовала и рассказы почитать, потому что есть юмористический, очень веселый, знаешь, такой юморок, все-таки крымско-татарский юмор жив, да, есть такое, не только ха-ха-ха, там журналы и так далее. А есть еще очень философские вот просто рассказы, после которых вот хочется, вот не знаешь, куда деться. Вот все зависит от настроения человека и что он хочет почерпать. То есть все же думают, писатель, значит, значит, про патриотизм, что-то патриотическое. Вот это ходовое. Патриотизм и депортация. Вот, да. А депортация это является вот центром, основополагающим ядром нашего патриотизма, нашего формирования нашего этноса, грубо говоря, да, в последние годы. Ну вот, и помимо этого вот не выходишь, да, вот, и
Там очень много философской лирики, любовной лирики. То есть вот если ты используешь язык, ты должен, кто-то сказал, ненавидеть на языке, любить на языке. И вот это там есть. Но не всем дано, мне даже не было дано понять эти стихотворения некоторые. Все-таки есть поэты, которые просто пишут, там понятно Доступно всё. всем, да. А есть там, где, нужно и голову чуть-чуть так, вот, сломаешь голову. Есть такое. Но не сильно мудрено, как, допустим, Газигираи, конечно, до лапы писали. Да. Очень интересно. У нас, кстати, на реке Твахты есть. Там очень тяжело понять. Там вот прям без перевода не поймешь. Даже не на крымский, там, знаешь, нужно тот язык перевести на сегодняшний крымско-татарский, и еще его перевести на русский, чтобы вот понять. Так что вот так вот. Ну, очень разносторонняя личность, потому что и переводчик, и журналист, и поэт, и прозаик. Такая крымско-татарский литературный язык в чистом виде. Потому что даже если взять, например, Мдигера и Бай, они писали как бы чольши весы у них. И я в школе, у меня были такие трудности, потому что я просто не могла учить, я не могла выговаривать. Если там мы как возьмем... тебе повезло, что ты училась в школе. Асана Сабриевазова, да, то у него там Елубойский больше. Для меня это было сложно, и после того, как я уже закончила филологию, у меня еще больше это укрепилось, вот эта литературная база, потому что дома мы как бы больше говорили на тоже орта-йолах, больше литературный, и для меня это было вообще непонятно. Сейчас как бы я понимаю, что диалект — это наше богатство, и я когда вижу человека, говорящего на диалекте, я иди обниму, как говорится. Да. Ты обещала перечислить, с каких стихотворений, какие песни? Стихотворения, песни. Ну, смотрите, в репертуаре Эдиба Бахчисарайли практически, многие песни, да, я думаю, что больше 50%. Но Селям Сана Хараденис точно Селям знаю. Сана Хараденис, Миллетем, вот, которая раньше на 18 мая очень часто играла. Миллетем, Доган Ерем, и многие другие. Даже я недавно узнала, что Линия Измайлова пела его песни «Сөйлештім түшімде», тоже Бабашкины слова. И многие вообще. Эббер, тоже, Эдип Ага, Дистан, Ай Кызлар, Вай Кызлар, очень многие другие песни, Нияра. Там их куча, понимаешь? Просто около 30 песен было написано отцом. Но я же говорю, вот ты понимаешь, что это он написал. Корантам. Кысмет арап чықам евімден, деңізлерге озымны атам. Далға кебе қайнап ташам, чөнки білем, күн ақшам, мені беклей, менім корантам. По стихотворениям, наверное, надо сборники смотреть. Вот есть стихотворения, которые вот Тюшунже мне нравится очень. Там про сон, как будто наяву. Но вот описывает сегодняшнюю просто ситуацию. Очень много интересных моментов. И депортацию, и сегодняшние моменты. Тюшунже мне нравится стихотворение Бабашкина. И очень много других патриотических, связанных с депортацией и так далее. Но у него очень сильно просматривается вот эта тема патриотизма, что Кырым-татарлар сизге ола, да, вот именно то последнее, я думаю, я надеюсь, что это не последнее поколение поэтов-писателей, которые вот на чисто крымско-татарском писали. Шакир Селем, Юнус Хандам и все остальные. Сейчас тоже есть, но их меньше и меньше, да, становится. Вот они, тема основная какая, ты наверняка тоже знаешь, что там тема именно вот этого беспокойства. Да. Мы вернулись с изгенеола. Нечун бір Кырым-татары башкасыны таптай. Озын аякларын астында, да, вот это, оказывается, вечная наша проблема была. Часто, вот эти моменты, они видны, другие какие-то. Больше всего, конечно, наверное, пессимизма больше, чем позитива. Не, тот же Шакир Селим писал там «Дунья бізге бір көзінен ағылай, бір көзінен күле». А мы были соседями, кстати. С Шакирага, Бабам, они очень часто сидели, стройка вместе проводилась, и да. В то время они приехали, они строили... В прямом смысле строили, да? И строили еще и вот литературные какие-то, вот по кирпичикам это все собирали, пытались создать. Наверное, они приехали вот с таким вот... потому что, например, мои родители, да, они приехали еще тогда, как раз только закончили школу, и у них либо они не росли в такой среде патриотичной, да, для них...
переезд в Крым был стрессом. То есть они жили в городе, пришлось переехать в село, но они в Узбекистане учились в русской школе, поэтому, например, когда ты им говоришь тоже про каких-то крымско-татарских авторов, они не знают. И я даже не знаю, как бы... Это не их вина, да. Они как бы там не изучали, их родителям было не до этого, они работали на заводах день и ночь, чтобы хоть как-то, поэтому... Вот. Именно себе, вот точно. Вот знаешь, мы поколение Алджиртхан, насыл айтайлар, избалованное поколение, не родителями, хотя и родителями тоже, потому что они очень многое сделали. Они вот, как ты говоришь, строили и так, и так. Вот, наверное, из-за того, что был такой стресс, сюда вернувшись, да, многие говорят, что счастье, Крым вернулись, но это же был на самом деле стресс огромный. И вот, знаешь, когда ты в стрессе, ты уходишь в работу. Тебе хочется что-то создавать, чтобы ты хотя бы чувствовал в той сфере какой-то контроль. Может быть, ну вот как-то так. А с другой стороны, мы очень разбалованное поколение, потому что у нас, я же говорю, нам все сделали. Мы не беспокоимся о нашем жилье сейчас так сильно. Ну да, ремонт у нас там косметический всегда. Нет, я не говорю, есть еще семьи, у которых с жилищными проблемами ничего не разрешено. Но у нас все есть. Аллаха шкурлер олсун. А что-то не хватает. Чего не хватает? Знаешь что? Вот, наверное, общих проблем уже не хватает. Это как вот у бабашки очень интересно. Вот бабашку можно на цитаты разбирать. Вот бабам Баркере, у него был свой дневник. Вот, кстати, с него можно начать. У меня есть книга Юху Кослерде, и там вот дневник тоже, Дефтер Язалара. Да, и там вот такие хорошие слова. И они у меня тоже записаны. Шимды бугунки заманда эрбур Крым татары оз өзүне бур меджлис, оз өзүне бур ватан север, ве оз өзүне ватанны севе. Тек билмей насыл оны көстермеге, да, вот. Юнус хандымның элязма дефтеринден. 19 февраль 1998 сене. Шымды әрбір Крым татар өзіне өзі меджлис, өзіне өзі депутат, өзіне өзі Крым татар. Яқшымы, яманмы, оның өз идеологиясы, өз сиясеті, өз тілі. Тек өзіне хас ватан дойғысы бар. Әрбір Крым татары өз ватаныны севе. Бірі жанындан зияде. Бірі жаны кебі, бірі ялыңыз севе. Алда әрбір Крым татары айры-айры алғанда ватанны севе. Бірі ватан үшін өзіні яқа, бірі ватан үшін құршынлар астына кіре. Бірі ватан үшін шам кебе яна, бірі ватан үшін зеңгінліклер ішінде боңала. Бірі ватан үшін ватандашны таптай. Эпосы айры-айры алғанда ватан үшін, ватан адынен әрекет ете. Бірі білер білмес, бірі біле тұрып, бірі асла аңламайып. Ну, там очень многие такие моменты, и на самом деле у нас нет общей, наверное, проблемы, которая вот нас бы вот так вот связывала. Раньше это был переезд, все жили в одних условиях, мы немножко отходим от темы нашего подкаста. Но это тоже все связано. От условиях, да, и у всех все были братьями друг друга, а сейчас, вот знаешь, как вот физические заборы построили, так и заборы такие вот появились. Как-то. Но тут же логично, что мы уже построили себе, так скажем, мягкие диванчики поставили, и вот, возьми, твори, делай, что-то делай. Уже у тебя по 300 родственников не живет, ну, как бы переночевать не приходит, у тебя вот все условия спокойствия, да, машинка стирает, машинка моет, все делает. Но нет, у нам как бы нет, а поэтому я все-таки опять же возвращаюсь, да, к тому, что нам нужно таким вот, я там не причисляю себя прям к активной молодежи, но мне вот прям хочется что-то... Я бы тебя очень даже причислила, поверь мне. Что-то делать, чтобы люди, когда скроллили ленту, они такие: о, ничего себе, у нас такие стихи были. Да. О, а вот эту песню, которую я напеваю в машине, ее вот этот человек написал, да, чтобы знали. Да. И чтобы, когда завтра вы находились в среде других национальностей, да, вот я когда была в Кыргызстане, я увидела очень много людей, которые ходят с футболками, и на них нарисован Чингиз Айтматов. Я думаю, ничего себе, вот почему мы так, не делаем, да, и они могут рассказать, и вот когда мы попадаем, когда я начинаю рассказывать про нашу литературу, они такие: столько сходств, ой, так интересно, ой, то есть нам нужно еще не то чтобы самим влюбиться, еще и кого-то влюбить, да, чтобы люди тоже интересовались вот этим вот, а мы начинаем очень сильно радоваться, когда люди других национальностей учат наш язык, говорят на нем.
и мы, ну, Да. то есть, ну, да, мне Редкость, как бы... но и бывает. Редкость бывает, мы радуемся, но наш язык, он тоже не ущербен, его тоже могут Большая, учить не да. только мы, ну, можем учить не только мы. Мы в первую очередь должны, конечно, учить, вот, но, опять же, не такими, что Да. вы сос мечбурсос, там, харамтатарсос. Про мечбурсос. Да, мечбур — это вообще такое слово. Это просто в недавнем контексте Да, очень важное слово. Да, Мечбурмус, борджиламусы. да, поэтому... Да, так. я тебя очень поддерживаю в этом плане, в плане того, что, ну, как бы, знаешь, вот использование других представителей национальности, да, нашего языка, вот и про эту ущербность, то, что все равно у нас есть вот этот комплекс неполноценности, а когда ты встречаешься с иностранцами и показываешь, там, как Крым выглядит, какая у нас культура и так далее, вот тогда появляется вот этот глубокий интерес к своей же культуре. То есть наша задача, знаешь, как на двух фронтах, и внешне, и внутренне. То есть или внутренними работами, штукатуркой надо позаниматься, да, фундамент-то есть. И есть люди, которые знают, можно у них перенимать. И вот такие вот проекты, они нужны. Но очень много стеснения, комплексов и вот комплекса неполноценности. И знаешь еще чего? Вот согласись, мы сейчас становимся более индивидуалистами, вот как крымский татар. Вот этот коллективизм, вот у кыргызов, кстати, еще сохранился этот коллективизм. Они, ну, в каком плане? Не коллективизм Советский Союз, да. а коллективизм уважения и почтения друг к другу. И вот делать все вместе. Берлик, бера, берлик. Мы индивидуалисты, мы становимся более похожими на... Ну, это даже наука доказала, что там американцы, славяне очень многие, они индивидуалисты. А вот тюркские народы, они, японцы, корейцы, они коллективизм, у них гармония превыше всего. Даже в языке это, ну, чувствуется. Там грубости языка или в мягкости языка, там все такое, все дела. А мы становимся индивидуалистами, потому что мы язык поменяли. Мы поменяли карточку, мы поменяли язык использования нашего, ну, вот как, знаешь, в телефоне. И меняется и менталитет тоже, поэтому может быть, а может быть и не поэтому. Поэтому это круто, когда ты видишь, вот недавно вышло видео, где несколько, да, казах эфендилер, рус эфендилер, харам-татар джалафет Да. Александр и Глеб, да, они оба, ну, прекрасные примеры, ну, ими было бы больше таких примеров, было бы нам более стыдно, но, как бы, не знаю, стыд — это путь к спасению или не путь к спасению, мен bilmeyim, но нужен строгий какой-то авторитет, который бы сказал: «Баллар, харам-татар джалафет нас». Но это тоже нужно, вот я не знаю, кнутом или пряником, потому что, ну, иногда, Пряником, да, спугнуть можно в плане того, что вот лафит у нас, когда вот постоянно говорят, Да. вот даже, ну, ребенку говоришь нельзя, да, он Да. еще больше хочет делать. Вот. Ты говоришь, что, ну, вы создали вот этот проект «Ракет Вахты» за пределами Крыма, да, и я вот вообще наблюдаю, что такие вот микропроекты, да, так скажем, они возникают за пределами Крыма, вокруг Крыма. Да. Здесь молодежь, она не то чтобы, ну, спит, она как-то вот, мы когда сделали Медини Храм, да, создали, нам было очень интересно, мы подтягивали, мы старались вот расшевелить. Не знаю, либо молодежь боится, либо она просто ленится, либо она вот ихтиаджи-йох, да, то есть она не чувствует вот этого вот... То есть, когда вот ты уезжаешь за пределы родины, ты больше как-то ощущаешь, наверное, то ли интерес, то ли скучаешь. Вот, может быть, это с этим связано? Как да, ты есть думаешь? есть такое. Ну вот смотри, Ракет Вахты, да, он за пределами Крыма. Знаешь, как я заметила ситуацию такую, что в Крыму, я даже сама вот приехала, приземляешься. Есть молодежь, можно делать. Медани Храм тоже это хороший очень пример того, что можно, но поддержать это на длительное время вне Турции, вне Крыма, в Крыму это все зависит не от этого, это все зависит, знаешь, от чего? Будет сейчас очень цинично звучать, от финансовости, от financial incentives, так говорят. Это, как это будет по-русски, не знаю, но когда у тебя есть мотивашка финансовая, ну, ты понимаешь, что вот в крымских реалиях нужно зарабатывать деньги. Вот я выпустилась, приехала, я понимаю, что я или сейчас вот этот урок проведу по английскому с кем-то, или же я буду заниматься нашим проектом. И я понимаю, что, ну, как бы, вот пока что мне нужно подождать. Но когда есть команда, легче. Да. Когда есть финансы, намного легче. Но это, насколько бы цинично это ни звучало, но это решение вот этому кнуту и прянику, альтернатива. Если будет вот такая вот какая-то финансовая, может быть, не финансовая, но материальная мотивашка, поддержка, поддержка, да. будет все.
А сюда приезжаешь, я же говорю, ну можно ее сделать длительным процессом, если организовать правильно этот институт. А вот пока что мы думаем, как это сделать. Вот, допустим, COVID показал, что спокойно можно по Zoom все делать. Да, да. Все митинги, все дела. Что хочешь вообще. И прекрасно, почему не использовать? И ты знаешь, как мы же там не... Вот когда индустриальная эра началась, когда там Европа пошла вперед, Африка ушла назад, это же все почему произошло сейчас, вот эта вот большая пропасть? Это потому, что кто-то за технологиями угнался, а кто-то не угнался. У кого-то была возможность, у кого-то не было. У нас сейчас практически у всех эта возможность есть, просто нужно угнаться. Вот нужно реально угоняться, потому что уходит все вперед, мы не должны отставать. Если отстанем, то все. Вот, Не допустим, догоним. вот проекты очень многие сегодня, Джанлы Радио, вот, которое делает, это все вот в ногу со временем, понимаешь? И ну вот, если бы этого не было, ты представляешь, какая бы вообще пустыня, вот Сахара, ничего бы не было. Поэтому это важно. Вот именно такие интересные медийные. Но и плюс, я же говорю, Мехмед из Нижнегорского или Анифе из Ялты, мы не знаем, в каких условиях они, нужно это или нет. Им будет нужно, когда это будет как-то или финансово, или же статутно их как-то поднимать. Вот, допустим, популярность свадеб. Почему эти свадебные ролики такие популярные? Ну, потому что, во-первых, люди выкладываются на все 100%, они все-таки хотят то япма. А во-вторых, это все красиво и интересно. А как у другого подглянуть, да? Вот что-то типа такого сделать у нас, на вот таких вот инстинктах, да, человеческих. Да. Подглянуть, посмотреть. Потому что порадоваться и гордиться, это у нас пока что как-то не получается, но это нужно пропагандировать, именно гордиться за своих, не обсуждать других, а наоборот как-то поддерживать. Вот это вот, если у нас получится, вот у кыргызов, кстати, вот это есть, я с ними училась, и у меня была большая компания, я их обожаю, прекрасные люди, вот у них это есть, они вот как-то, вот они смогли это сохранить, да. У нас есть это, но как-то оно все вот кластерно, как ты говоришь, не так вот. Мы друг друга пока что мало знаем. Ну и вот эти проекты, они, может быть, нам и помогут друг друга узнать поближе. Мы сейчас переезжаем как бы в Крым, мы пытаемся как-то разрастись, чтобы какой-то нетворк был и тут, и здесь. Но это, знаешь, это так зависит от человеческого фактора много, ты наверняка знаешь. Посмотрим, Хасмет. Ну, еще такой один минус, наверное, во всех таких интервью об этом говорят, что у нас не умеют воспринимать критику. То есть одно дело, когда мы хвалим, а другое дело, когда, ну, я, например, вижу, что это неправильно, да. Ты скажешь или промолчишь? Я скажу. Ты скажешь, Да, да? я а как скажу. скажешь? Я напишу в личку, наверное. Ты напишешь в личку, Я, наверное, правильно? напишу в личку и скажу, что а вот машалла сізге, яптыныз, ну вот так неправильно. Но опять же, видишь, тут вопрос, как воспримут. Если я человека знаю, ну, я 100%, я прям позвоню, скажу. А если я не знаю, Да. знаешь, вот у нас был... Такая дилемма, блин. Да. Очень Был такой случай, когда мне знакомые говорят, что у них был журнал, и как у них появилось 2 редактора. Вот эти вот ребята, которые у них работают редактором, они купили журнал, не будучи еще, не работая, и увидели кучу ошибок, и написали им на почту, что, ребята, у вас так много ошибок. И они говорят, да, приходите к нам работать, исправлять наши ошибки. И так вот они у них начали работать. Серьезно, да, очень прикольно. муж с женой. Здорово. Говорит, а если бы они нам написали, например, в комментарии, да, мы бы, скорее всего, там, ну, либо удалили комментарий, потому что Подход. вот часто же говорят, что если вам понравилось, скажите об этом всем. Если вам не понравилось, скажите об этом Но нам. это очень интересно, когда люди мобилизируются в комментариях. Знаешь, там не по каким-то особо важным, каким-то экзистенциальным каким-то вопросам народа, а вот давай в комментариях, а вот так правильно. Ну да, в личку правильно. Я согласна с твоим подходом. Подход важен, да, и какая цель того, что ты напишешь? Если ты хочешь улучшить, если человек открыт улучшаться, то окей. Да, тут... А если нет, ну вот по Рикет Вахты я тоже говорю, очень много интересных было комментариев, обратной связи, и мы сейчас запускаем видео, уже непосредственно записываем наш крымско-татарский, ошибочный, там столько ошибок. Я сама, вот когда говорю что-то, я понимаю, что я сейчас просто такое сморозило сделала, не знаю, что сделала, но я стараюсь, я делаю, и я знаю, что будет реакция ужасная. Я знаю, я уже прям жду. Я жду этих, знаешь, тигров и так далее. Но мы предупреждаем всех изначально, да, то есть если ты предупрежден, ты уже как-то обезопасен. Поэтому Бурунджиден Ахалдан Япмах Керек, я ничего не говорю, не вообще, и себе говорю, и другим говорю, но я понимаю, что мы тоже делаем ошибки, но мы делаем специально ошибки, потому что мы не умеем по-другому. Мы можем попросить кого-то нам перечитать, подчитать, сделать, но тогда это уже не будет наш продукт, это будет
чей-то продукт. И плюс это покажет состояние языка, понимаешь? Этот клип тоже показал состояние наших, ну, как бы, вообще, что происходит. Ну, и плюс набрал очень много просмотров из-за наших Да, плохой пиар тоже пиар, да. канал «Интриг и расследований». Так Да, что вот так понятно. вот. Ну, будем надеяться, что наше время — это Арикет Вахта все-таки, Арикет и Темус. Арикет и Темус. Вы слушали подкаст Букхане. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, ставьте лайки, оценки и комментарии. Над подкастом работала я, Сибия Бибулаева. Выражаю благодарность Вячеславу Кишвееву и Бекиру Абдулаеву. Их голоса вы также слышали в этом эпизоде.